Сегодня нам кажется, что первые дни Великой Отечественной войны для Советского Союза были почти разгромом, однако так было не везде. Например, Черноморский флот оказал настолько яростное сопротивление, что не допустил захватчиков в воздушное пространство Советского Союза с своей стороны. Ждя приказа открыть огонь, командование просто отключило весь свет на побережье, и враг не знал, куда нанести удар. А потом по самолетам заработала зенитная прибрежная артиллерия. Об этом малоизвестном факте и многих других вы можете узнать на нашей новой выставке «Свидетели Великой Победы». Атакуя Советский Союз, немцы рассчитывали на гораздо больший результат. После серии налетов оказалось, что фабрики и заводы поражены не так сильно, а главная цель — Кремль как стояла на своем месте, так и стоит. В этом заслуга войск ПВО и пожарных, людей, которые свели на нет все усилия по инициации массированных возгораний. Пожарные начинали работать уже во время самого налета, и, рискуя своими жизнями под бомбами, они уничтожали пожары в зародыше. Экспозиция расскажет и о малоизвестном оружии. Например, ампуломете, устройстве, которое метало во врага бутылки с зажигательной смесью. Узнаете о героине Советского Союза Марии Октябрьской. Получив похоронку о смерти мужа, она не отчаялась, а решила биться с фрицами лично. Построив на собственные деньги танк Т-34, она повела его в бой и до самой смерти уничтожала нацистов. Малоизвестные факты о Великой Отечественной войне на выставке «Свидетелей Великой Победы» в историческом парке «Россия. Моя история».